Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рада вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, еще раз огромная благодарность вам за прошлую передачу, потому что она в действительности пролила свет на очень многие подмены, которые подстерегают человека на духовном пути. И еще позволила повыдергивать сорняки из сознания и сбросить маски лжедуховности. И Ну, ты знаешь, вот если возвращаться к прошлой передаче и посмотреть в корень её и в суть саму, то мы задели в принципе не просто аспекты духовного развития человека, а мы говорили о том, когда человек уже подходит к вратам, как он воспринимает, как мгм, раскрывается. Но на первых шагах немножко ж по-другому. Даже если мы возьмем вот первичное сознание, да, мгм, и личность. Ведь как только человек становится на духовный путь, то он может наблюдать лишь с позиции первичного сознания. мгм, И вот здесь крайне важный момент, что человеку в действительности нужно, ну скажем так, противостоять своему сознанию, в частности вторичному. мгм, Ведь больше всего сгущаются краски в нашей обыденной жизни это вторичным сознанием. Оно усугубляет, все превращает или в слишком какие-то яркие, неестественные, а потом замазывая все грязью, скажем так, все цвета нашей жизни, или мгм, же вгоняет нас, ну, в такую серость, болото, где мы не живем, а существуем. Постоянно, скажем, однообразие, быт, и тут же этим пилит и говорит, что нужно разнообразить как-то, нужно вот отойти от шаблонности, и тут же еще больше нас в эту же шаблонность и вгоняет, то есть создавая дискомфорт вплоть до депрессии людей. То есть мгм, это как раз, ну, скажем так, проделки вторичного сознания. Но когда человек вот стал на духовный путь, начал наблюдать за своим сознанием, то он должен что сделать? Он должен научиться как раз не принимать плохие мысли. мгм, И вот здесь есть маленькая загвоздка. Когда человек духовно развился уже, то он воспринимает все реально. И вот как мы говорили, даже роза, она трупом пахнет. Почему? Потому что она уже заведомо мертва, даже если она еще на корне. И все вот эти наслаждения от запахов, от красоты, ну, скажем так, они несерьезными становятся, так аккуратно скажу. мгм, Почему? Потому что ты видишь мир в целом, ты видишь суть. Даже беседуя с людьми, тебе приходится играть порой, потому что ты знаешь, что он плохо о тебе думает, так скажем, или же, ну, таит какие-то мысли не совсем порядочные, но тебе приходится их скрывать, мгм, свои эмоции. Хотя, когда человек на духовном пути достаточно развился, то и эмоции у него совершенно другие, контролируемые. Ну, смысл в этом. А вот когда человек только начинает, здесь ему как раз для того, чтобы перебороть вторичное сознание, мгм. если оно сильно развито и, ну, скажем так, ворует краски из его жизни, то человеку наоборот нужно вернуть эти краски. То есть человек наоборот должен думать о чем? То есть научить думать свое сознание правильно и научиться самому воспринимать правильно. И вот здесь ему первичное сознание нужно. И он, как правило, первое время, ну, у каждого по-разному, конечно, но довольно длительно порой у многих людей происходит как раз слияние с первичным Мгм. сознанием. И происходит контроль вторичного сознания, контроль мыслей, контроль негатива. Человек учится что? И вот здесь важно, друзья, это первое — не пускать плохие мысли. Даже если ситуация нехорошая. Да, она нехорошая, да, проблемы, но все равно не разрешать вторичному сознанию вот просто себя грузить как баржу всякими нехорошими, ну, скажем, мыслями или Мгм. мыслеформами. Почему? Потому что как только человек обретает хоть какую-то свободу от вторичного сознания, я уже не говорю за первичное, а вторичного пока, да, жизнь становится прекраснее. И вот здесь человек учится как раз любоваться этими цветами, видеть их красоту, Мгм. замечать мелочи в жизни, которые, ну, в действительности делают жизнь прекраснее, светлее, ярче. Ну, и вот здесь человек уже может любоваться голубым небом и тому подобное. А вот разница в чем? Когда человек уже достаточно свободен как личность, уже, ну, скажем,
Он не просто твердо стоит на духовном пути, а уже чего-то достиг, это уже чувственное восприятие, то, глядя на голубое небо, он уже прекрасно понимает, что это всего лишь молекулы, да, при определенном попадании света от Играть солнца, да, он видит голубой цвет, то есть его это уже не радует так, как при первых шагах. И вот Мгм. здесь это не парадокс, оно в действительности так. Или вот скажем, тоже парадокс, да? Ведь вторичное сознание, оно вообще не воспринимает наше тело, оно его не чувствует, ни боли, ничего не чувствует. И вот здесь, что как раз личность первое время испытывает на духовном пути, Мгм. испытывает, скажем так, ну, ту же боль. Она ее не чувствует, но она ее испытывает. Мгм. Чувствует боль — это как раз первичное Первично. сознание. Но наша личность, она ее испытывает. И вот в чем разница? А разница, друзья, огромна. Наше тело — это, ну, скажем так, биомашина, если проще выразиться, да? И вот наше первичное сознание, оно напрямую связано, и, собственно говоря, оно и передает всю информацию, в том числе о нашем теле, нам как личность. И вот мы уже как личность воспринимаем, мы испытываем, то есть мы не чувствуем напрямую как личность Мгм. боль, но когда мы в паре с первичным сознанием, то мы чувствуем все. То есть, ну, по факту мы и есть первичное Мгм. сознание. Конечно, в дальнейшем человеку приходится уже становиться на более серьезный уровень и уже контролировать и первичное Мгм. сознание. Ну, хотя есть моменты, тоже нужно говорить. Если сильно развитое гипертрофированное первичное сознание, то человеку приходится уже не с первичным, скажем так, создавать такой конгломератик, да, против вторичного сознания, а уже с вторичным против первичного. Ну, здесь немножко другие аргументы. Но это тоже интересный момент, я думаю, его стоит разобрать. Если у человека гипертрофировано первичное сознание, он растет, ну, многие встречали в своей жизни, а многие в себе испытывали. Это настолько эгоцентрист, что все мое, все мне, вот как маленький ребенок. Инфантильный Э, часто, Да, обидчивый, да, очень, капризный. конечно. Мгм. Ему Мгм. тяжело даются науки, они ему не интересны, ему интересно тратить деньги, а не зарабатывать. Мгм. Ну, такие вот люди. Мгм. Они просто замкнуты Брать. на себе. Мгм. Брать. Вот он четко убежден, что ему все должны, весь Мгм. мир ему должен. Он даже не понимает, что кто-то должен работать или еще что-то. Бывает такое в жизни, друзья. То этому человеку как раз, ну, я бы сказал, гораздо тяжелее, чем среднестатистическому. Почему? Потому что у него развито первичное сознание. И вот человеку как личности уже приходится, ну, скажем так, создавать этот конгломератик с вторичным сознанием для того, чтобы, ну, скажем так, оттеснить Мгм. от себя как от личности первичное сознание. Здесь уже наблюдение должно быть за эмоциями, Мгм. за простыми мыслями, за своими убеждениями. Откуда они зарождаются, почему они так эмоционально сильны, с чего он взял, что мир крутится вокруг него, в чем его преимущество или отличие от других людей. Это Мгм. как раз и есть, скажем так, наблюдение за вот этими ценностями внутренними человека, Мгм. его Мгм. убеждениями и тому подобное. И вот когда человек уже как личность с позиции более расширенного восприятия, то есть позиции вторичного сознания, начинает уже наблюдать за первичным сознанием, уже ловить себя на эгоизме, ну и, скажем так, на всех проявлениях первичного сознания, то здесь тоже начинается этап развития. Ну вот интересно, что если человек создает вот эту коалицию с Мгм. вторичным Вторичный. сознанием, то первичное уже не настолько активно, и она не властвует над ним. Первое, что происходит, это меньше поступает в РИЛ. То есть оно уже ущемлено, оно вынуждено сдавать свои Мгм. позиции, отказываться от своих вот этих эгоцентрических установок. То есть это уже не работает. Это то, чем, скажем, сознание первично Мгм. манипулировало человеком как личностью, можно сказать, с самого детства, с самого рождения, перестает работать. Человек уже смотрит шире, уже смотрит на других людей свободнее, уже оно его не сильно мучает здоровьем. Вот знаешь, вот есть люди, которые всегда больны. Мгм. Доктора ничего не находят уже вылечили все, что только можно, даже соседей, не говоря за всю его родню, а человек все равно больной. Мгм. Почему? Потому что это позиция жертв, это А. позиция Мгм. болезненности, это опять-таки навязывание всем и вся, какой я больной. Это манипуляция. Опять-таки, как средство получения дополнительного в РИЛ, как выбор наилучшей позиции, Мгм.
Всякое бывает. Сознание играет над людьми злые шутки, поэтому здесь тоже нужно подходить правильно. И вот как только человек, скажем так, смог обуздать или первичное, или вторичное сознание, что в нем доминировало, и вот здесь уже пора переходить на позицию, скажем, уже самого человека как наблюдателя от личности. И вот тогда происходит серьезный разрыв. Допустим, если он был, ну, скажем так, в коалиции с первичным сознанием против вторичного, то здесь он уже меньше чувствует тело. Его уже перестают заботить, ну, не в Хлопоты прямом речи. смысле, друзья, а в действительности вот эти мелочи, Мгм. когда не так кашлянул, где-то что-то кольнуло, ну кольнуло и кольнуло. Пока серьезно, говорю, хороший стук вылезет, знаешь как. Мгм. Пока не вылезет хороший стук, никто не шевелится. Здесь тоже вот есть свои нюансы, потому что за телом тоже нужно следить. Это все таки, ну, это то, в чем мы существуем. Если мы используем свое тело даже как носитель, то, извини, мы с ним в очень серьезной связке. То есть через тело мы воспринимаем весь окружающий мир в трехмерности. Это крайне важно, и за ним тоже нужно ухаживать и следить. Хотя как личности становится уже не совсем интересно. И опять-таки тот же Врил, Мгм. он уже становится контролируемым. Уже власть над личностью Мгм. начинает уменьшаться. И вот здесь начинается уже действительно духовное развитие. То есть только тогда человек обретает уже возможность, ну, скажем, не прекращать духовные практики. Только тогда он понимает всю иерархию этого мира. А иерархия этого мира сложна. Мгм. И вот здесь парадокс. Человек как личность, он понимает, что иерархии быть не может. Но как сознание у него постоянная борьба за иерархию. И причем самая большая борьба за иерархию — это у первичного сознания. Вторичное — оно манипулятор, оно не стремится к какой-то доминации или еще чему-то, скажем так, в иерархическом плане, там Мгм. возвыситься над всеми. Почему? Потому что вторичное сознание, оно гораздо сильнее, чем первичное. То есть оно изначально, когда развивается, оно зачастую становится намного сильнее, мощнее и интеллектуально развитее, Мгм. скажем так. И у нее, ну, опять-таки, вторичное сознание — это представитель прямой, непосредственный, ну, назовем, давайте, всемирный разум там или шайтан, как удобно, друзья, для понимания. Мгм. Это часть того мира. А вот первичное сознание — это больше привязано к телу, больше привязано к нейронной группе. И оно и там, и сям. И вот такой вот предатель непонятно, скажем так, четко его обозначить, к чему он больше имеет отношение: к личности, к телу или же, ну, скажем, к всемирному разуму. И вот здесь крайне тяжело, в зависимости от того, как оно развивалось и в каких условиях было. А вот такой вопрос, Игорь Михайлович. Хотелось бы рассмотреть один вопрос с позиции работы первичного и вторичного сознания. Вот нам в комментариях писали про то, что вот я смотрю передачи с участием Игоря Михайловича, плюс смешиваю какие-то там восточные практики, и так хорошо вот это работает. Скажите, кто в нас постоянно усложняет Вторичное истину? сознание. Мгм. Первично на это не Мгм. способно. Ну, первично у нее свои, скажем, манипулятивные Мгм. инструменты, которыми она пытается, ну, отвлечь, обмануть, втянуть Мгм. нас как личность для того, чтобы мы больше ей давали врил. А вот то, что касается духовного развития, все таки больше озабоченность идет от вторичного Она сознания. хочет усложнить Хотя истину бывает и простую. наоборот. Мгм. Конечно, хочет. А опять-таки, что первичное, что вторичное сознание, оно не способно воспринимать вообще мир духовный. Мгм. Когда оно достаточно хотя бы немножко приблизиться, для нее это, знаешь, ну, я скажу так, как жар. Это все равно, что взять человека и вот его подводить к дому раскаленный, Мгм. знаешь, ну Мгм. не очень хочется, неприятно, страшно, больно и ад напоминает. Так и для сознания. Но объяснить все процессы, которые происходят там, сознание не в Мгм. состоянии. Поэтому оно всячески от него отгораживается и всячески делает все для того, чтобы сохранить свою доминацию, свою власть, выжить, проще говоря. Мгм. И вот здесь первично на стороне всегда вторичного сознания. То есть против человека играют два игрока. Всегда. И причем они могут множиться, и их может быть в голове десятки. Это правда. Это не считая там активных каких-то субличностей или еще третьих сил. Даже они могут составлять, ну, скажем так, целую труппу театральную, понимаешь?
и за тебя и спорить, и тебя же отстаивать. Мгм. Это нормально. Почему? Потому что как только человек начинает духовно расти, это намек даже. Он только собрался, а в сознании уже намек на то, что, извини, субличностью этот человек может и не стать. Угроза для Угроза сознания. для будущего Мгм. существования. А что такое субличность? Ну, мы много говорили об этом. Скажем так, ну повторим. Субличность — это длительная и счастливая жизнь для сознания Мгм. и страдания для личности. Там идет четкая идентификация уже человека в состоянии субличности. Он прекрасно понимает, кто он и что он, и он прекрасно понимает, что эти, скажем, два составляющих его еще как одно целое в прошлом, первичное и вторичное сознание — это уже не он. Мгм. Он их слышит как посторонних, просто как собеседников, которые его объедают, делают его существование еще хуже и постоянно создают проблемы. То есть тыкая его в его прошлые ошибки, обвиняя его в том, что они вместе с ним из-за него страдают. Мгм. Ну для них-то это выгодно. Они Он всегда опять-таки, обвиняет человека. конечно. Мгм. Очень А сильно. разве не так? Мгм. И вот И как здесь такой из буллинг. вот Мгм. смотри, Мгм. абсолютно, как только человек стал на духовный путь, вот, допустим, он получает практику. Не будем далеко ходить, берем лотос. Мгм. И что рассказывает сознание? И Слишком все? просто. Мгм. Лотос и все? Да, попробовал, вроде Да ничего так нет, ну получается, как да. же ж, ну Надо ж это больше, чтобы, да, да. надо на коленях ползти до Кайласа. Мгм. Причем желательно с откуда-нибудь, ну не О, знаю, с другой страны или с другого континента. да-да-да-да. А вот когда ты приползешь, ты ж смотри, как ты трудился, Мгм. ты заслуженный, ты возвысился. И здесь что начинается? Здесь начинает уже работа и первичного сознания. Мгм. Они работают в паре. Это очень легко отследить. Первичное сознание, оно всегда подхватывает идею вторичного. Вот вторичное создает массу проблем. Если ты духовно хочешь, значит тебе нужно ехать, вот ты христианка, да? Атрибуты Вот, духовности. да, как Мгм. христианину надо ехать на святые Да, места. да, Обязательно. Тебе надо побывать на могиле Иисуса Христа. Ну обязательно. да. Гроба Тем- Господнего, Ну да-да-да-да. а как А же? там же со всей Тебе нужно атрибутикой. посетить там кучу церквей и монастырей, поговорить со святыми отцами, найти себе духовника, потому что без него ты ничего не сможешь. Мгм. А если подумать, а зачем тебе духовник? У тебя есть два собеседника плюс еще два его, которые тебе будут Здесь нагружать несколько дополнительно. легионов Конечно. собеседников. Но, как правило, это нужно. Мгм. И вот наше сознание на этом настаивает. И вот достаточно нам найти такого Мгм. духовника, объездить все вот эти святые места. И что начинается? Ты начинаешь расти духовно. Мгм. Да? И вот первичное сознание тебя начинает возносить вплоть до состояния духовного нацизма. Мгм. Когда ты уже духовный, Мгм. когда Мгм. ты уже что-то можешь и что-то знаешь, остальные все меньше и Мгм. ниже тебя. Это всегда так. А тут брать просто практику какую-то и все. И не надо никуда ехать, не надо ничего делать. Постоянно пребываешь в этой любви, ты стараешься ее усилить, и все. Ну как-то оно так настолько нелогично, настолько оно все просто. Духовный путь, он должен быть тяжелый и тому подобное. Но он скрывает то, что как раз весь смысл и вся, скажем, ответственность и тяжесть духовного пути — это как раз внутренняя борьба О с да. вот этими вот путешественниками, Мгм. с вот этими, хотел культурно выразиться как-то так вот Компаньоны. компактно, да, компаньоны, скажем Да. так, с вот этими компаньонами. Мгм. Лжедрузьями. Конечно. Ну, по факту это ж Мгм. враги. Хотя они должны тебе служить, и они должны быть твоими помощниками. Так должно быть. И оно в конечном счете так и станет, если будешь духовно развиваться. Мгм. Ну, надо отслеживать, надо их правильно воспитывать и тому подобное. Но опять-таки они стремятся стать сильнее. То есть им интересен Врил. Им интересна власть не только над тобой как над личностью, но и доминирование над другими. Мгм. Мгм. Вот почему они так и поступают и делают. Еще запомнить, как вы сказали, что для этого мира, мира материального, очень важна динамика, колебания, движение. И ты Конечно. понимаешь, что а ведь действительно, как сознание определит, ведет ли человек внутреннюю духовную работу над Никак. собой или нет. Вот взять там два Никак. человека, один за станком работает, например, Да. трудится. Неужели сознание
скажет, что именно этот человек сейчас Находится в находится духовной да, в практике. духовной практике. А еще больше я скажу, Мгм. человек, который в действительности находится сейчас, стоя за станком, Мгм. который вырезает какую-то детальку там из металла или еще чего-то. Мгм. И в это время он находится в контакте с миром Мгм. духовным. Ну, со стороны сознания этого не Нет, скажет ему никак. нужен коврик для йоги, Конечно, зажженные благовония, поза обязательно. лотоса обязательно. Антураж. И Да, еще на да. горке где-нибудь. Мгм. Красиво, чтобы он сидел. А С еще лучше красивым висел в видом. воздухе, да? Да, да. А, Возможно, стоя на голове. Ну, или на голове стоя, Да. да. Это обязательная атрибутика. Мгм. Ну, это если мы берем Восток. Мгм. Или же он должен быть, ну, я не знаю, такой намоленный. Он должен перецеловать руки всех жрецов, которые существуют в мире, получить от каждого из них благословение. Ну Мгм. так же ж. Мгм. Причаститься со всеми и у всех. Вот тогда к нему придет благодать Божья. Мгм. А он же далек от благодати. Почему? Потому что он занят только тем, что, извини, он существует как любая часть этого мира. Как, извините, любой фрагмент, который бы мы ни взяли, любая частичка, любой заряд в постоянных вибрациях, движениях и непонятно куда стремящийся. Ну разве не так? Мгм. Мгм. А где духовность? А в чем смысл? Мир делится. Есть мир духовный, статичный, спокойный, вечно живой, создающий вот эти непонятные миры, Мгм. которые вечно куда-то стремятся, которые не могут остановиться на мгновение даже. У нас, у всех вместе взятых, ну, с материальной позиции, нет такой силы. Я беру не только нас, людей, а вообще, ну, я же понимаю, если наши друзья не совсем же ж настолько эгоистичны, как нас пытаются сделать, и прекрасно понимают, что даже в нашей галактике миллиарды подобных нашей Земле существуют планет. И, естественно, жизнь существует и на них. И этих, скажем, планет в нашей Вселенной настолько много, и настолько много различных рас, видов жизни и тому подобное. Так вот, если мы соберемся все вместе, соберем весь врил, существующий здесь, это ж самое сильное, самое ценное, да, такая вот энергетическая валюта Мгм. мира. Мгм. И вложил это все в одну точку, чтобы остановить движение хотя бы одного, ну я не знаю, атома, наверное, много, наверное, хотя бы одного электрона, мы этого не сможем сделать. Вот в чем смысл. Мгм. То есть все наши старания, они будут пустые, напрасны. Мгм. Этот мир, он настолько, скажем, разогнан, Мгм. он и должен быть. Почему? Потому что он прямая противоположность миру духовному. Мгм. Но именно в этом мире зарождается ангел. И это абсолютно правильно. Ну, я думаю, когда-нибудь мы поговорим и об этом. Может, дойдет время Мгм. более подробно. Знаете, Игорь Михайлович, благодаря передачам, и в частности прошлой передаче, когда вы сказали информацию о том, что этот мир, мир материальный, он создан не из любви Божьей, а из Нет, низшей фракции, врил. И вот это понимание того, что сознание, глядя с этой позиции, ну никак не может описать мир духовный, потому что оно, по сути, оперирует и пользуется лишь переработкой низшей фракции, по сути, вот конечно, Аллата. конечно. И вот исходя из этого, понятно, почему сознание никогда не скажет, Мгм. в каком состоянии находится и кто стоит перед тобой, ну, в человеке, который стоит за станком. Мгм. И этот человек в действительности может быть как раз уже врат Божьих, Мгм. который напрямую уже, скажем так, общается с миром духовным. Мгм. Но ему не мешает это не работать, ничего. Видишь, как все просто. Мгм. Но Надо сознание развивать духовную, манипулирует, да, конечно. составляющую, развивать Но личность. согласись, Мгм. сознанию нашему Ему интереснее. нужно действие, Ему нужны движение, дворцы, ему понять. нужна масса шествия людей каких-то, Мгм. ему нужна суета, какая-то атрибутика, какие-то вот Или внешние. жертвенность. Обязательно. И Обязательно, жертвенность да. нужна. Как Да, ребенок, которому все что-то должны, его все обижают. И, кстати, именно в этом очень многие усматривают то, что они могут чувствовать себя святыми отчасти. Все обидчики, а ты святой, ничего плохого не конечно. сделал. И вот очень внимательно надо как-то на духовном пути следить Это за вот этой первичное позицией сознание. жертвы в себе. Да? Это такой признак Но работы опять, первичного. вот смотри, в начальной стадии, если человек, скажем так, с развитым первичным сознанием, с таким доминирующим, Мгм. и начинает заниматься, ну, скажем, собой, стремиться к духовному, что-то где-то прочувствовал. Понятно, он еще не создал даже, скажем, там коалицию там с вторичным Мгм. сознанием, ну, первые попытки. То здесь что будет?
как раз то, о чем мы Мгм. говорим. Мгм. Подмены и прямое толкование истины, скажем, в противоположную сторону. И здесь человек будет а, чувствовать себя обиженным для привлечения внимания и большего получения в рил, или же наоборот вознесется, Мгм. став духовнее, выше всех. Мгм. Ну разве не Да, так? да. Опять-таки, если смотреть, что в одной крайности, что в другой крайности, за всем этим стоит банальная манипуляция и желание в рил. Больше Мгм. ничего. Мгм. И почему вот первичное сознание, казалось бы, для него ж выгодно, да, чтобы человек развивался, рос, больше силы Да, получит. И да. вот здесь тоже есть парадокс. Духовный человек получает больше силы. И когда в практике, ну, вернее, даже не столько в практике, сколько после практики, сознанию, все равно достаются эти крохи. Но они, знаешь, я тебе так скажу, это как хлеб из печи, который ты только взял, в руках держишь, он жжется, ты понимаешь, если ты сейчас откусишь, обожжешься. Но в то же время это хлеб. Он в большем количестве, чем обычно, но и есть невкусно. И страшно, и неприятно, еще и чревато последствиями. Вот, вот так воспринимают наши практики, наше же сознание, что первичное, что вторичное. Поэтому все-таки после практики лучше немножко остыть, не Мгм. пускать сознание. Иначе, с одной стороны, когда мы, скажем, выполняя практики, пусть там 5 раз в день, да, вот Мгм. как по минимальному, Да. скажем. Если мы не можем поддерживать в течение дня, или же мы можем даже поддерживать, располагаем временем, и мы можем там выделить 5 раз в день по полчаса для того, чтобы усилить эти состояния. Есть у нас такая возможность, то сразу же после практики все-таки не разгонять сознание. Так будет лучше. Держаться за Ну, чувства, за хотя бы, этот да, контакт секунд подольше. 10-15 нужно его подержать подальше, Мгм. Мгм. чтобы хлебушек остыл. Тогда и сознание будет легче. Иначе начинает потом, скажем так, слишком активничать и бороться с нами. Мгм. То есть создавать все условия и забрасывать очень много мыслей для того, чтобы сдвинуть немножко практику, чтобы сделать ее, скажем, реже, Мгм. покороче немножко, такое вот. Мгм. Ищет для себя выгоды. Мгм. Ну или наоборот создает проблемы, что мы не можем просто даже ее выполнить, потому что куда-то спешим, и нам что-то нужно. Моделирует события во Обязательно. внешнем, да, чтобы у тебя обязательно. Защищается. Мгм. Мгм. Это естественно, это инстинкт, это рефлекс, поэтому тут не стоит на него и обижаться. Мгм. Лучше правильно использовать. Это тонкости, которые, собственно говоря, люди, когда уже доходят до этого этапа, они сами понимают. А на первичных этапах большинство людей выполняет практику с помощью, как правило, первичного или вторичного сознания, а то и всеми вместе. То есть втроем сидят и пытаются лотос расшевелить. Это смешно, но это Да, нормально, но все да, через да. это проходят, а как же. И Вместе это надо. со сторожевым А, первичным конечно. останавливают Давай разгулявшееся возьмем вторичное. любую религию, а молитвы читают разве не под диктовку сознания? Мгм. Мгм. То же самое происходит. Один подсказывает, как правильно прочитать, второй, что ты должен при этом чувствовать. Ну, эти советчики такие они, паразитические. И в то же время отвлекают и подталкивают, попроси еще что-нибудь там. Да. Так что это нормально. Мгм. На то оно и сознание. На всему свое время, да, то есть нужно, 100%. безусловно, развиваясь как личность духовно постепенно, то есть оно все приходит на круги своя в какой-то Самое момент. главное, друзья, самое Мгм. главное на духовном пути, неважно, какой религии, важно — это ваша цель. Если ваша цель действительно достижение мира духовного, то через любую религию вы можете прийти, но лишь обуздал вот этих демонов. С ними не зайдете. И здесь действительно проще верблюда через игольное ушко запихнуть, чем в таком составе в рай войти. Да и опасно, как мы знаем, становиться на духовный путь с другими целями. С другими целями Мгм. вообще на духовный путь не надо становиться. Мгм. В попытке достижения чего-то в этом мире, чего бы вы ни ставили, какую бы цель вы не хотели достичь, друзья, там, не знаю, богатство, здоровье, Значимость. власть, Мгм. значимость, неважно, любые материальные ценности не должны ни в коем случае стоять у вас, когда вы становитесь на духовный путь. Иначе заведомо проиграете. 100% субличность плюс, скажем так, вы даете
большую тяжелую палку своему сознанию, которая бить на вас будет потом целую вечность за то, что вот вы так поступили. Оно же вас потом будет обвинять. Ведь вы как личность, вы финансируете. А тот, кто заказывает, тот и отвечает. Тот, кто финансирует, тот и есть главный, скажем так, ответчик за содеянное. А сознание, оно лишь выполняло то, что вы финансировали. Хотя само подсказывает, само подталкивает, аргументирует, убеждает. Такая функция. Но зато я скажу, и вот это вот мне, скажем так, больше всего нравится, это когда человек становится на духовный путь и действительно начинает заниматься, действительно отслеживает работу сознания, пытается, скажем так, бороться еще в коалиции там, с первичным или вторичным сознанием. Вот это самое интересное и веселое время. Вот с двух сторон. Мгм. Веселое со стороны сознания, веселое со стороны Когда личности. теряешься, кто ты. 100%. Да. Когда ты не можешь себя идентифицировать ни как сознание, ни как личность, ты уже что-то чувствуешь, Мгм. что-то понимаешь. Ты Оно понимаешь, что подставило и ты не своровало где-то. заказываешь, да, не заказываешь эту мысль, она к тебе идет. Здесь Мгм. каким-то вот непонятным образом у тебя гормональный коктейль этот начинает разливаться, тебя эмоции захлестывают. Там неважно, хорошие, плохие, но они захлестывают. Ну, от Суетливое этого не время. заказывал. Это Да, хорошее время. да, да. Ну, интересно. Потом уже опыт, практика, упорядочивание, уже серьезно, все тоже по-взрослому начинается. А вот детство, я имею в виду духовное детство, когда ты начинаешь развиваться, это самое веселое время. Когда ты учишь свое сознание, скажем так, не приноси мне плохое, а приноси хорошее. Пусть цветочек будет яркий, пусть пчелка жужжит правильно, Мгм. правильно. Когда отказываешься от плохого, это интересно, Мгм. это хорошее время. Просто жалко, когда люди проживают жизнь и не видят всей этой прелести, всей прелести духовного роста, всей прелести, скажем так, нашей жизни. Ведь даже здесь, в этом мире, который полон грязи, ненависти, всего нехорошего, действительно, вот все, что может быть плохое, все собрано в этом материальном мире. И ложь, и предательство, ну все. Даже то, что, я так скажу, наша покорность, наше согласие, когда нас вынуждают и принуждают соглашаться с тем, что неправда, с тем, что не должно быть так, как оно есть. Но мы вынуждены это делать и пытаемся потом с помощью нашего же сознания оправдать свои действия, почему мы так поступили. А внутри понимаем же мы, что это грязь, что это неправильно, и кто мы на самом деле. Конечно, это все тяжело, это все неправильно. Но даже это начало жизни. И это имеет тоже свои плюсы. Вообще, жизнь — это очень интересная и загадочная штука. Загадочная почему? Потому что слишком, скажем так, много пояснений, толкований, но еще больше непонимания. И вот когда начинаются первые шаги в познании этой жизни, первый опыт, ну это действительно прекрасно. И не стоит отчаиваться, когда что-то не получается сразу. Ведь мы как личность, мы стремимся домой, мы стремимся к развитию, и мы прекрасно знаем, что нам надо, куда нам надо. Это лишь сознание нас подбивает, что то не так, то это не так, то лотос простой, то, извините, этот мужик, который за станком стоит, абсолютно не духовный, потому что он не в лотосе сидит где-нибудь на бугорке и тому подобное. Это все игры. Но пройти через эти игры, игры сознания, игры этого материального мира, скажем так, и выйти победителем — это достойно человека. А все начинается просто с любви, действительно настоящей любви. Так что, друзья, давайте просто любить друг друга. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо вам, друзья. Мир вам.